Привет, ребят! Сегодня у нас первый урок по английскому языку для начинающих. И я считаю нужным разобрать глагол «быть», глагол «to be», и все его формы. Сейчас давайте посмотрим, как он взаимодействует с всеми местоимениями нашими. I – я, he – он, she – она, it – оно, средний род. You – ты или вы, we – мы, they – они. Сейчас, вы позже поймете, зачем нам нужен этот глагол. Сейчас посмотрим, давайте, как он у нас подходит к каждому местоимению. I, чтобы сказать «я есть», мы делаем так: I am. He, she, it у нас можно объединить. He, she, it, is. Да? He is, she is, it is. Он есть, она есть, оно есть. Да? Далее. Ты или вы. You are. Ты или вы есть. Да? We are. Тоже. They are. Так, давайте теперь разберемся, как же нам сказать, кто мы есть. Например, я. I am Андрей. I am Андрей. Это еще один способ сказать, как меня зовут. Я есть Андрей, буквально. Да? Теперь он, она, оно. Ну, давайте оно не будем брать. Будем с людьми больше работать, да? He, she, он, она, is. He, she, is Ольга, например, да? Тоже. Получается, нет. Вот так. Она Ольга. He is Семен. Да? Его, можно сказать так, да, творческий перевод. Его зовут Семен. Ее зовут Ольга. Так, давайте разберемся теперь, как нам сказать, точнее спросить, кто он, она, они и так далее, да? Вопросительное слово who, кто. Who. Далее у нас идет вспомогательный глагол to be, да, быть. Кто есть получится, да? То есть, так. To be. В зависимости от местоимения форма глагола меняется, да? Это либо am, это либо либо is, да? Вот у нас три формы глагола to be. Who, и в зависимости от местоимения, да? Местоимения все I, he, she, it, you, we, they. Я, он, она, оно, ты, мы, они, да? В зависимости от местоимения у нас либо am, либо либо is, да? Местоимение, к какому местоимению какая форма глагола to be подходит, то да, это я уже объяснил, да? Вот так. Теперь давайте разберемся, как спросить, как сказать, кто мы уже разобрались, да? Меня зовут Андрей, I am Андрей. Теперь надо спросить, допустим, я Андрей. Для этого на первое место ставим вспомогательный глагол, да? Я говорю про себя, I, значит, вспомогательный глагол принимает форму am. Am, далее субъект, I и
Вопрос. Am I Андрей? Я Андрей? Yes, I am. Ответ будет такой. Yes, I am. Да? Это краткая форма ответа. Можно сказать Yes, I am Андрей. Да? Ну, это просто развернутый ответ. Так, допустим, вы Виктор, да? Вы, то есть you, местоимение you, следовательно, глагол to be принимает форму are. Правильно? Are you Victor? Are you Victor? Вы Виктор? Или ты Виктор? Без разницы, да? И в ответ yes, you are. Заметьте, что какая форма глагола to be в вопросе, такая и в ответе. Am I Андрей? Yes, I am. Are you Victor? Yes, you are. Да? И аналогично с остальными местоимениями, такими как она, оно и вы, мы, они. Давайте теперь представим, что вас спрашивают Are you Victor? Вы Виктор, да, дословно. И если так случилось, что вы Виктор, yes, I am. Ответ такой. Краткая форма. Yes, I am Victor, можно сказать. Но, и также с остальными. Допустим, вас спрашивают Is he Victor? Он Виктор? И вы отвечаете yes, тогда he is. Далее. Если вас спрашивают, is she Ольга? Да? Yes. She is. Также. Если вас спрашивают, да, допустим, где-то в группе людей, are we students, are we people, допустим, мы студенты или мы люди, тогда вы отвечаете yes, we are. Или, да, если уж положительный ответ. А теперь, что же делать, если так случилось, что вы не Виктор, да, допустим. Are you Victor? Вас спрашивают. А вас зовут, допустим, Коля, да? Are you Victor? No, I am not. No, I'm not. Нет, я не. Да, дословно. Нет, я не Виктор. Частица not, частица не, да, добавляется у нас в конце при ответе, когда мы хотим сказать, что мы что-то не, да? Когда нужен отрицательный ответ. No, I'm not. То же самое. Are we, мы, are we students? Мы студенты? No. Если нет, да? No. We are not. Да? Частица не. No, we are not. Нет, мы не студенты или не кто-то, да? Также, если вас спрашивают is she Ольга, да, допустим, она Ольга, ее зовут Ольга, допустим, если ее не зовут Ольга, no, she is not, да? То же самое, допустим, если он, ну я уже сказал, да? Так вот, частица у нас вот здесь, никаких преобразований не происходит, да? No, I'm not. Я не. Здесь ничего не сделать не можем. Это уже краткий ответ, да? Чтобы сделать еще короче ответ, можно использовать сокращение. Вспомогательный глагол и отрицательная частица в форме not, да? Принимают вот такую форму, сокращенную aren't. Aren't. We are not или we aren't. Вот это превращается вот в это. Далее, she is not. Тоже, если глагол to be принимает форму is, делаем так. Isn't. She isn't.
она нет, она не Ольга, если ее спрашивают, допустим, да? Is she Ольга? She isn't. No, she isn't. Нет, она не Ольга. Но заметьте, что вот здесь вот у нас преобразование не происходит, мы не можем сократить. Так, все, запомнили, да? Давайте теперь попробуем, потренируемся. Допустим, вас спрашивают, Are you happy? Новое слово, да? Happy, happy значит счастливый, наверное, уже все знают. Спрашивают вас, Are you happy? Yes, I am. Если да. Да, я счастлив. Ты счастлив? Yes. Yes, I am. Да, я счастлив. Или, к сожалению, No, I am not. Да? Частица не в конце ответа. No, I'm not. Нет, я не счастлив. Также задать вопрос можно любой, да? Is she happy? Is he happy? Она счастлива, он счастлив. Am I happy? Я счастлив? Всегда спрашиваете. Yes, I am. No, I'm not. Да, я счастлив. Нет, не счастлив. Также, are we happy? Мы счастливы? No, we are not. No, we aren't. Да? Как мы уже проходили. Aren't. Are not. Да? Are not. Сокращение. No, we aren't. Или no, we aren't happy. Это будет такой более полный ответ, да? Мы не счастливы. Либо are they happy? Они счастливы? Yes, they are. No, they aren't. Да? В принципе, все. Проговорили мы с вами все конструкции, да, вопросы, ответы, краткие, полные и так далее, да? Теперь я написал пример, как пример, да, лист имен, список имен и список прилагательных, да, таких основных. Допустим, да, Андрей, Виктор, Ольга, Дима, happy, счастливый, lucky, тоже можно сказать счастливый, но удачливый больше подойдет, да? Rich, богатый, poor, бедный, да, это в материальном отношении. И делаем сейчас для тренировки то же самое, да? Допустим, вопросы. Вопросы такие, да? Is Андрей lucky? Yes, he is. No, he isn't. Is Victor happy? Yes, he is. No, he isn't, да? В зависимости от того, какой ответ, да? Is Ольга rich? No, she isn't. Или yes, she is. Она богатая, да? Это у нас богатый, rich. Is Дима poor? Poor – это бедный, да? Дима бедный? Yes, he is. Или no, he isn't. Дима, если, давайте так, если Дима не бедный, значит он богатый, да? Вот так. Допустим, is Дима poor? No, he isn't. Дима is rich, да? Нет, он не бедный, он богатый. Как пример, да? Андрей, Виктор, Ольга, Дима happy? Yes, they are. No, they aren't. Да? Они, получается. Я перечислил, но мы как бы заменить вот эти имена можем одним местоимением они, да? They. Are they happy? Yes, they are. No, they aren't. В зависимости от ответа. Так, давайте теперь разберемся, для чего же нужна вот эта конструкция нам вообще, да? Многие из вас, может быть, недоумевают, потому что в русском языке мы не говорим «я есть Андрей» или «я есть счастливый», да? Обычно мы упускаем это, да? То в английском языке это обязательно. Конструкция предложения такая. Действующее лицо, да? Или субъект по-другому. Это у нас кто? Кто или что, да? Плюс глагол. Вот так глагол обозначается, да? Это как подлежащее будет, то есть что я делаю, да? Или что делает субъект, действующее лицо, да? То есть здесь может быть любой глагол, да? Есть, пить, спать и так далее, да? И быть тоже должно быть обязательно, потому что так. Допустим, вы хотите сказать
я, Андрей, да, объект. Вот это дополнение, да, это будет какой или имя, да, или профессия, или какое-то существительное, да, что угодно. То есть я студент, я учитель, я есть студент, всегда. I am student, I am teacher, I am Андрей, I am happy, да, допустим. Мы не можем сказать, мы не можем вот эту часть ключевую упустить, да? То есть смысл в том, чтобы передать как бы более полно отразить, да, то, что мы хотим сказать, да? Я есть такой-то, я есть тот-то, да? Как правило, в русском языке мы это выпускаем, но в английском это ключевая часть, поэтому это, если вы до сих пор не поняли, лучше просто запомнить. Это обязательно. Спасибо, спасибо за урок и увидимся на следующих занятиях. Пока!